За апошні год беларускія футбольныя фанаты ператварыліся з заўзятараў, а таксама з вулічных хуліганаў, то бок ультрас, у актывістаў на масавых пратэстах. Некаторыя з іх апынуліся за кратамі і цяпер з'яўляюцца палітвязнямі, іншым удалося з'ехаць за мяжу. Цяпер яны байкатуюць усе футбольныя мерапрыемствы, пакуль улада ў краіне не зменіцца. Чаму Лукашенко так баіцца футбольных заўзятараў? Глядзіце наш наступны сюжет. Меня зовут Виталий, я долгое время являлся одним из лидеров ультрас и определенных хулиганских групп Минского «Динамо». Сейчас по вынужденной причине живу и нахожусь в Украине. Я уехал из Беларуси немного раньше, чем все остальные, так как за свою деятельность уже давно был на виду, и против меня неоднократно, а в 2016 году последний раз было возбуждено уголовное дело, абсолютно подставное. Вот, и в конце июля 2020 года меня предупредили. Так сказать, последнее предупреждение мне сделали, что если я на выборы не уберусь из страны, то меня ожидает не очень веселое будущее. Еще намного не веселее, чем оно было до этого. Люди, которые менее были запалены, менее под крючком. Некоторые, которые уже вот-вот находились под крючком, остались там, естественно, для того, чтобы в нужное время быть там вместе, все вместе. Как и в любой стране, ультрас-хулиганы – это активная часть, поддержка футбольного клуба. В данном случае наш футбольный клуб – это «Динамо Минск». Непосредственно, если так брать, внутри нашей кухни идет деление на ультрас-хулиганов, там обычных людей, обычных фанатов. Вот. Ультрас непосредственно отвечают за сектор, за его подготовку перед матчем, за ультрас-шоу. Есть определенный рейтинг футбольных хулиганов. Они выясняют отношения за пределами стадиона с использованием всяких боевых искусств. Ну, не между собой, а с другими клубами. Есть клубы, с которыми мы враждуем, есть клубы дружественные. Посмотрите, когда уже в республике были уничтожены все маломальские какие-то организованные группы молодежи, политически ориентированные, такие как, ну, там, оппозиционные. В принципе, когда уже там все понятия с районов были убраны, да, когда район уже там не мог под себя представлять какую-то силу, вот, как таковой. То есть я там говорю про обычные там бригады там, пацанов там и прочее, то только в принципе футбольные фанаты остались единственно сплоченной массой людей, которые могли там в течение часа-двух собрать там 60-70 спортивных ребят там, ну, в Минске и дать отпор кому угодно. В определенных местах именно ультрас, объединенные силы разных футбольных клубов были вместе и пытались как-то противостоять властям. Вот. Но за неимением опыта, за неимением подручных каких-то средств, необходимых на эти все дела, должного противостояния не произошло. Множество СМИ сейчас уже, особенно здесь это чувствуется. В таких пролиберальных СМИ мы в основном выступаем как фашисты, нацисты там, и прочее, прочее, прочее. Основная идеология – это честь, любовь к своему клубу,
дружба, взаимовыручка, помощь. Все эти добрые качества, которые дали нам боги, так или иначе приводят к любви к своей стране, любви к своей истории, любви к своему языку, любви к своей идентичности. Да? Как бы там сейчас там не все не пели песни, но мы являемся, любим прежде всего все свое, свою культуру, себя. И я думаю, многие из парней, у которых уже есть дети, также воспитают своих детей.